Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, һаумыгыз дуслар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях известный общественный и политический деятель, лидер ирзианского народа, национального движения, или, как у них говорят, инязор ирзианского народа, а также президент Лиги свободных наций и поэт Сыресь Буляень. Здравствуйте, Сыресь. Рад вас приветствовать. Здравствуй, Руслан. Мы с тобой на «ты». Здравствуйте, друзья. Спасибо большое. Рад нашей встрече. Наговорили титулов. Ну, достоин. Сыресь, поговорим сегодня о наших республиках, о наших национальных движениях, о наших народах, ну и вообще обо всем, что вокруг нас окружает нас. И хотел бы сперва поговорить о наших республиках. Республика Башкортостан находится на востоке, на самом востоке сегодняшнего Приволжского федерального округа. Республика Мордовия находится на самом западе, можно сказать так. И мы еще называем это Приволжско-Уральский регион, Идель-Урал кто-то называет. Но жители Республики Башкортостан, конечно, знают о Мордовии, знают о жителях, но мало кто знает вот такую вот интересную загадку, которая скрывает под себя вообще Мордовию и ее жители. Вот какие народы там проживают на самом деле? Вот не мордва же там живет, Сыресь, если можно об этом вот как-то поподробнее наших зрителей, если можно, просветить, было бы хорошо. Спасибо. В Республике Мордовия живут эрзяне, макшане, татары и русские. Некоторые, многие, большинство знают эрзян и макшан по кличке Мордва. Это имперское такое прозвище. Сейчас трудно сказать, как оно возникло и когда оно возникло. Встречаются записи там, 5, 6, 7 веков, 9 веков. Есть объяснения какие-то, что это вот, мол, Мерденс, Морд, иранское происхождение какое-то, Мирде, есть эрзянское слово, это муж. Но объяснить можно все, но тем не менее эрзяне называют себя эрзянами, сознательно эрзяне называют себя эрзянами. Потому что, возможно, и был такой народ какой-то, Мордва, но остались какие-то там остатки, то есть слов, например, там есть это морд в слове удмурт, но их никто не называет мордой, они называют себя по-другому. Есть остатки этого слова в словах Марии, Мерия, даже у Мокша есть 2 буквы МО, но у эрзян нет ни одной, только буква Р. Да, поэтому мы эрзяне и макшане. Здесь ты меня не спрашивал, я бы хотел тебе сказать такой интересный момент, что я встречался с людьми разных национальностей, из разных стран, и всегда моя просьба называть меня Эрзя, а не Мордвин, она сопровождалась, после этого последовала улыбка, и человек говорил мне, будь то там араб или немец или англичанин, он говорил мне, конечно, Сыресь, я буду с удовольствием говорить, что ты Эрзя, а не Мордвин. Не так с русскими. То есть тут 2 варианта. Или русский начинает тебе объяснять, что слово «мордва» это не обидно, тут все нормально, или просто говорит, а что я должен тебя называть Эрзя, когда ты Мордвин. Об этом тоже можно поговорить. То есть во времена царей... Мордвин это такое неприятное для вас, да, оскорбительное название? Да, для меня это неприятно, и для эрзян это неприятно. И при царях понимали и разделяли Мордвин Эрзя, Мордвин Мокша. Откуда взялась Мордовия, я бы хотел коротко совсем. Большевикам остро была необходима поддержка наших народов. Они обещали крестьянам землю, рабочим заводы, народам самостоятельность, государственные языки, обучение на своих языках, суверенитет. И они создали, большевики, в конце 20-х годов, в 28 году, округ, национальный округ, Эрзяно-Макшанский округ он назывался, такой подарок. Но очень скоро поменяли это название на Мордовский округ. И таким способом, таким образом была узаконена кличка в названии территориальной административной единицы. А как они это объяснили? Вам сперва... В Советском Союзе не очень много объясняли кому чего, но сохранилось воспоминание чьи-то, не знаю, что якобы некий Сурдин, партийный функционер, сказал, что Эрзя, Мокша, мало кто знает, а вот Мордва, это у всех на слуху, давайте назовем
Мордовия. Ну и результат мы видим сейчас, и Эрзянь, и Макшань исчезают, потому что сберегать нечего, то есть сохранять мордовский язык необходимости нет, потому что такого языка нет в природе. Ну, вообще, да, для империи это характерно, потому что они многих народов называют по-разному. Ну, вот тех же самых саха они называют якутами, сами сахавар говорят, что мы не якуты, мы саха. Ну, нас, допустим, называли они долгое время башкирцами или башкирами, хотя мы башкорты. Ну и так далее. То есть тех же самых айратов они называют калмыками. Вот, ну, а вот действительно по поводу языка. Вот есть ирзианский язык, есть макшанский язык. Они же совершенно не похожи друг с другом. То есть вы понимаете, когда общаетесь друг друга? Ну, они на самом деле не похожи. Там достаточно много общих слов, но есть слова, которые абсолютно отличаются. Я не жил рядом вот, с макшанами, поэтому я не понимаю макшанского языка. Я могу поймать какие-то отдельные слова, понять. Но люди, которые живут в Мордовии, то исходя из опыта, они понимают, и им кажется, что языки очень похожи. На самом деле они похожи из бесчисленного, бесконечного количества русизмов. И эрзианский и макшанский язык сейчас страдает тем, что это просто замусорено все, как такая свалка русизмами. И я привожу пример всегда такой интересный. Вот, например, Руслан, как сказать на мордовском вопрос, конечно, интересный и содержательный. Вот мордвин, какой-то мордвин из Саранска скажет: вопрос, конечно, интересный да содержательный. Вот вы все поняли. Если все поняли, то вы понимаете мордовский язык. На эрзянском, наверное, я бы сказал «кейктемась нама домка эйтев». То есть совершенно другое слово, другие слова. Ну, Но абсолютно, на самом деле конечно. эрзянский и макшанский отличаются больше, чем, например, украинский и русский. Я говорю на украинском, поэтому могу сравнить. Больше, наверное, чем татарский и башкирский получается. Хотя есть отдельный Возможно. Татарстан, есть отдельный Башкортостан. Но в любом случае уже сегодня на данный момент есть люди, которые себя считают именно мордвой. Вот в результате вот этой вот ассимиляционной политики, внушения постоянного, хотя нету, как вот выяснилось, что нету мордовского языка. Есть отдельный ирзианский язык, и литература ирзианская, и поэты, писатели, есть то же самое с макшанскими. А вот у мордовского языка такого нету. Ну, очень странное вот это вот объяснение, конечно, как они все это делают. Но в любом случае, два народа, и поговорим о ирзианском национальном движении. Вот почему вот из всех финно-угорских народов сегодня такое наиболее, наверное, самое живое, самое деятельное именно ирзианское национальное движение. Хотя есть, мне кажется, ну, более крупные народы, там, такие как марийцы, и их не так слышно. Вот почему так? Руслан, я думаю, что ты помнишь, я уверен, что ты помнишь 90-е годы, когда было вот это вот подъем национальных движений. Это было у всех народов, и у марийцев, и у коми, и у чувашей, и у эрзян. Вот. Что произошло потом? Вот когда нас заманивали в Российскую Федерацию, кстати, это не в первый раз, так же, как коммунисты когда-то заманивали в прошлом веке, так и вот и это тоже в конце прошлого века, теперь после распада Советского Союза, нас снова заманивали суверенитетом, государственными языками, все будет хорошо. И мы, так, как это говорит молодежь сегодня, повелись. Но тем не менее, Эрзианское национальное движение возникло в 1987 году, в апреле месяце. Это было Эрзианское движение, и оно не прерывалось, оно развивалось, мы институты свои развивали, мы возобновили народное моление раз в 3 года. Но мы потом увидели, что власть не просто вмешивается, она внедряется в это все, перетягивает на себя одеяло, начинает финансировать, вводить свои правила, везде и всюду вводит своих людей. И где-то к 15-16 году, к 18 было понятно, что по всем движениям у всех народов все уже было практически под контролем власти, то ли там чиновников местных, то ли там служб каких-то. И что в этом смысле, чем в этом смысле отделяет, как отличается в этом смысле дальнейшее развитие эрзианского движения, я сейчас скажу. В 19 году было наше народное моление, Раскинёскс оно называется. К тому времени старейшины поняли, что если оставить все как есть, то ничего от эрзианского национального движения не останется. У нас оставалась только газета наша, Эрзянь Мастер, страна Эрзян.
И у нас оставался фонд возрождения рязанского языка имени Анатолия Рябова. Вот два оставалось всего, на всего две ценности. Еще оставалось у нас народное моление, в котором уже большая часть принадлежала власти. То есть два притопа, три прихлопа, пляски, русские песни, прыжки с парашютом, водка. Там. Вот. И старейшины решили, что поняли, что дальше вообще ничего не останется. И было принято такое решение, такое неординарное. Совет решил, что нужно перенести Центр управления национальным движением за границу. То есть, чтобы это не было доступно чиновникам мордовским и российской власти. И они избрали Инязором меня. После этого было очень много спекуляций, что только не придумывали, там, что его не избирали, да там вот это было незаконно. Но я хочу напомнить, что сразу после народного моления, кстати, сразу после народного моления у нас отобрали окончательно и газету «Эрзянь-Мастер», Татьяна Ларина, сейчас там редактор, и фонд возрождения, спасения рязанского языка переименовали, там что-то мордовское. Но вот эта самая Татьяна Ларина, она сегодня функционерка мордовская, она брала у меня интервью сразу после народного моления. Она брала интервью как у Инязора. То есть она была на этом молении, она это все видела. И потом все эти домыслы, что не избирали, незаконно, почему он за границей. За границей эрзяне избирают не Инязора Российской Федерации или Эрзян Российской Федерации. Эрзяне, совет старейшин избирал эрзянского Инязора, и он может жить в любой стране, в Казахстане, в Америке, в Польше, в Украине. Это не важно. Главное, чтобы он был эрзянином. Я благодарен старейшинам за доверие, но это очень большой груз, я скажу прямо. Это очень непросто, особенно сейчас, когда практически все под контролем у власти в России, когда ничего ни от суверенитета, ни от демократии не осталось. Тем не менее, совет старейшин оказался прав, и эрзянское движение существует, не просто существует, а, как ты сказал, в каких-то вопросах даже ведет. То есть оно соучредитель Лиги свободных наций. Мы провели съезд в Эстонии, утвердили положение о выборах и работе эрзянских представительских органов. По-моему, такое есть только у крымских татар, но это уже другой разговор. То есть мы живы, и самое главное достижение, что мы уже не уничтожаемы. То есть мы, если даже что-то случится в Украине, там есть эрзяне в Казахстане, есть эрзяне в Польше, в Эстонии, в Америке. Мы будем дальше работать, независимо от каких-то обстоятельств. По поводу вот молений, я помню, был скандал такой, то ли в 2017 году или 2007 году, когда у вас там попытались вам помешать, что-то там, вы, когда проводили свое моление, там русские начали включать свою музыку, что-то вам мешать, и вот вы, по-моему, вот я знаю, что ирзяне, которые там были, они ушли на другое место, как бы и продолжили там, ну и произошел большой скандал, который потом вылился это все в средства массовой информации, в печать и так далее. То есть уже тогда они пытались вам помешать. Но это, в принципе, логично для российских властей. Так они всем пытаются мешать. Да, действительно было. Ходили попы по школам и пугали детей, что нельзя ходить на это моление. И это больше не моление, скажем так, это не совсем моление, это одновременно и моление, и съезд. Там решаются и вопросы общественные, и вопросы религиозные, там есть ритуал определенный. Но вот это вот продолжается. Я позавчера разговаривал с эрзянами, и мне рассказали, что там в Мордовии воздвигли, ну, как он сказал, идола. То есть это скульптура, видимо, вырезанная из дерева. Я не знаю, не видел с того, что вот мне рассказали. И вот местный священник, значит, проклинал этого идола и вспомнил про меня, сказал, что это вот из-за этого Болькина, вот это стоит там, и уже эрзяне смеются, говорят, наверное, ты Сырис ночью пришел, поставил этот памятник, этот столб. Да, им это не нравится, но мало ли что им не нравится. Ну да, это все правильно. Нам в любом случае, как говорится, собака лает, караван идет. По поводу вот Ирзянского национального движения. Ты сказал о том, что вы провели съезд. Действительно, в 2022 году в эстонском городе Оттепе, да, правильно я говорю, прошел Оттепе. прошел ваш съезд, и там ваше движение, скажем так, обрисовало свое государство будущее, каким вы его видите.
под названием Эрзянмастор. Границы этого государства тогда многих впечатлили, кого-то разозлили. Я знаю, там очень много было пересудов. И, ну, конечно, если брать сегодняшнюю Мордовию, ну, это маленькая республика. А там в Эрзян-Мастор вошли там и Пензенская, и Ульяновская область, и, по-моему, Нижегородская область. Вот если можно поподробнее вот рассказать об этом вашем будущем государстве, каким вы его видите и почему оно вот такое. Спасибо. Интересный вопрос. Тут очень интересно заметить, что отепя на эстонском, вот на этом южноэстонском, это голова медведя. На эрзянском голова медведя будет отопря. То есть очень похоже на отепя. Ну, несмотря на слухи о нашей смерти, мы оказались живы и провели в 22 году действительно съезд в Эстонии, на котором определили задачи Эрзянского национального движения и говорили о будущем Эрзянмастер в нашем государстве. Съезд пришел к выводу, что мы не сможем сохранить ни язык, ни народ без своего государства. То есть тут выбор такой небольшой. Или мы создаем свое государство и остаемся в этом списке народов планеты Земля, или мы исчезаем. То есть мы решили, что нужно оставаться. И если раньше мы говорили о том, что нужно создавать Эрзянмастер или, может быть, Эрзямокшенмастер на территории Мордовии, потому что была такая негласная договоренность в национальных движениях, и ты это тоже знаешь, что мы не меняем административные границы для того, чтобы не ломать, не вызывать дополнительные какие-то поводы для споров. Но в 22 году, во-первых, нас никто не спрашивал, когда создавали Мордовию. Она создавалась, исходя не из здравого смысла, то есть из большевистского здравого смысла, когда вот так сделали, чтобы, не дай бог, это не стало успешным в случае отделения, не дай бог, они там не сконцентрируются, все вместе не соберутся. Это то же самое, помните, Башкортостан же, это была как союзная республика, граничил с Казахстаном, потом они напугались, создали этот Кумандыкский коридор, отобрали у Казахстана Оренбург. Вот. Нас никто не спрашивал. Нам Мордовию сделали таким образом, чтобы там невозможно было продолжать жить, развиваться. Вот. Кроме того, в 2022 году Россия вышла за пределы международного правового поля, когда берет, вписывает себе в Конституцию, нападает на соседние государства. И поэтому мы видим свое государство Эрзянмастер вот таким, каким оно записано в резолюции съезда. Но я понимаю, что ты не в прямом смысле сказал, что вошли. На самом деле никто туда пока не вошел. Это проект. Это мы считаем, что это привлекательная модель будущего государства. Это наше предложение к народам Республики Мордовия, к народам Нижегородской области частично, к народам Пензенской области, части Рязанской области, к народам Ульяновской области. Мы предлагаем модель, и там расписано, это, наверное, отдельный немного разговор, но мы говорим, смотрите, вот такое мы хотим государство, честное государство. Почему оно называется Эрзянмастер? Потому что это инициатива Эрзян, во-первых. Во-вторых, возможно, съезд будущего примет другое решение, но на сегодня это так, это наша идея. Немедленно макшане обвинили нас, как так, почему Эрзянмастер, почему не Эрзямокшенмастер? Но я уверен, что мы приглашали всех, макшане не приехали, но если бы мы назвали Эрзямокшенмастер, другие бы упрекнули, почему Эрзямокшенмастер. Поэтому вот такое предложение, и в этом государстве будущем, мы думаем, будут жить там 8 кантонов, среди них 2 татарских, и там есть у макшан своя республика, и тут опять обвинили, что нас хотят загнать в какую-то республику, не имея сейчас ничего, там несчастных там десяток районов, люди против своей республики. Причем Эрзянский съезд четко определился и макшанам пытается донести, что на сегодня Макшанского национального движения активного нет. Мы говорим, вот Макшанская республика в составе Эрзянмастер, но как только, если вы захотите, то есть когда у вас это национальное движение усилится, если вы захотите жить отдельным государством, мы сделаем все для того, чтобы вы этого добились, потому что иметь хорошего соседа – это здорово. Но с другой стороны, задача наша – создать такое государство, из которого никому не захочется никуда уезжать. То есть это должно быть государство для людей. И законы такие, начиная от структуры государственного управления и заканчивая там правами граждан, вплоть до владения огнестрельным оружием. Мы думаем, что огнестрельное оружие должно быть в каждом доме. Кстати, по нашему проекту
проекту будущего независимого Башкортостана у нас тоже предусмотрено владение и хранение дома оружия для всех тех, кто отслужит в вооруженных силах Республики Башкортостан. Ну, Кстати, а очень какие интересно. аргументы? Руслан, а какие аргументы? Вот есть аргументы, контраргументы. Вас же наверняка обвиняли, например, что вот будет бандитизм, у всех будет оружие. Что вы им отвечаете? Но, во-первых, владение оружием- это вообще всегда было исторически у башкир, они всегда его носили. Это только Российская потом империя, Екатерина непосредственно запретила нам иметь кузни свои, изготавливать оружие, носить его. А так мы как бы всегда были с оружием. Это первое. Во-вторых, ну, когда вооруженный человек, мне кажется, бандит 100 раз подумает, прежде чем нападать на какой-то дом, зная, что там есть оружие. Поэтому, ну, в США, в принципе, есть оружие и все нормально. Хотя, конечно, есть там и стреляют, и так в школах, но то же самое стреляют и в российских школах, где запрещено оружие. Это не зависит от того, есть наличие оружия или нет. Если человек преступник, и он захочет где-то что-то там застрелить кого-то, он найдет оружие для этого. Но когда есть и у простого человека оружие где-то там в кобуре или дома у него, ну, еще раз говорю, это повышает меру безопасности. Ну и вообще иметь оружие у свободного человека – это всегда хорошо. Почему? Потому что любая узурпация власти, но любой узурпатор власти, который в мыслях подумает, что вот он, допустим, сидит уже там 5 лет президентом, скоро ему на выборы, и он говорит так, думает про себя, там, сейчас я попытаюсь там как-то там изменить конституцию, остаться у власти, а потом вспомнит, что есть, оказывается, оружие у башкир, и подумает, что, ну, блин, с ними ведь шутки плохи, придут, и вот как в Непале сейчас, да, там сожгли все, всех избили подряд, а тут могут и не избить, и могут просто застрелить. Ну, вот это как бы тоже, мне кажется, играет свою роль. Ну так, мы рассуждали точно так же на Рязанском съезде. Первая причина – это безопасность для защиты своих семей и домов, потому что после развала Российской Федерации, а развал будет обязательно, и никто его не остановит, будет много любителей, желающих, ну, как бы, что-то украсть, ограбить, там, обидеть. Вот оружие не помешает. Вторая причина, очень правильно ты сказал, тоже здорово, что это сигнал обществу гражданскому, что власть не собирается их ни дурить, ни обманывать, ни действовать в интересах своих, а не народных, и дает возможность народу иметь оружие, то есть, чтобы оно могло повлиять в случае чего на власть. И кроме у нас в Бердянском государстве будущем предусматривается, что армия состоит из двух частей. Есть регулярная армия, контрактная, а есть территориальная оборона. То есть в каждом, например, там селе есть условно взвод, там в районе там батальон и так далее. То есть это ну, пример Швейцарии и некоторых других государств. Ну и кроме всего прочего, когда говорят, вот, что там будут убийства, там грабежи, я говорю так, что у бандитов уже есть оружие. То есть у честного человека сейчас запрещают держать. А так оно будет действительно успокаивать любителей легкой наживы. Вот по поводу третьего пункта я действительно, да, забыл о нем сказать. Это тоже очень важно. Мы тоже рассматриваем, ну, у нас в проекте есть и пункт о вооруженных силах Республики Башкортостан. Оно будет какая-то там центр, ядро будет, конечно, это контрактники, профессионалы, но у нас будет и призывная служба, вот как я сказал, что после отслуживший срок свой службы, там год будет там или не знаю сколько, он будет иметь право держать оружие у себя дома, но он останется в запасе, как в призыве, в случае чего, то есть они будут собираться, там, территориальная оборона, или как, ну, по типу, да, действительно, Финляндии там или Швейцарии, как это происходит, потому что мы республики маленькие, народы мы маленькие на самом деле, и учитывая, что когда Россия развалится, все равно русские никуда не денутся, и, скорее всего, будет у них какая-то своя там отдельная страна, государство, и я сомневаюсь, что они очень быстро вылечатся от своего синдрома имперского и попытаются, конечно, там, возможно, у них вновь придет там какие-то очередной Путин-2 там, или Стрелков-Гиркин-2, или тот же, даже сам Стрелков-Гиркин. И они попытаются, конечно же, в свои реваншистские настроения, плюс через пятую колонну, через тех русских, которые останутся в наших республиках, как-то раскачать ситуацию здесь, поэтому оружие, наличие оружия очень важно. Вот, кстати, вопрос по поводу русских. В сегодняшней Мордовии, а если брать уже даже территории
той Резиан Масторг, которая была обрисована в вашем проекте, очень много русских. Очень много русских. И, как я сказал, к сожалению, на сегодняшний момент много русских, которые просто не хотят независимости наших республик. Они видят свою столицу, это Москва. То есть они видят свою страну, это всю Россию. И они очень категорически выступают против независимости. Как поступать с русскими, с русским вообще вот вопросом? Ну, вопрос сложный, это, наверное, тема отдельного разговора. Безусловно, такой народ есть. То есть я не скажу, что я думаю, что это не этническая идентичность, это чувство принадлежности к чему-то большому и славному, это великому. И это больше такая Конечно. компенсация, да, это больше компенсация для человека, оно его кормит, это компенсация за чувство раба постоянное. То есть русский человек постоянно унижен, над ним издевается любой начальник, любой там ГИБДДшник, любой там нацгвардеец, росгвардеец, но вот при этом он там гордится, там мы победили там почти 100 лет назад, мы там сегодня захватили сарай на околице украинского села, там вот это греет ее душу. Но этот ресурс греет до тех пор, пока он не обваливается. Ну, представьте себе, после распада Российской Федерации, что может быть остаться потенциально, что останется без Башкортостана, без Бурятии, без Саха, без Кавказа. Мне кажется, что им будет не до каких-то экспансий, там как бы выжить на этой территории. Что касается территории Рязань-Мастор, то мы не разделяем людей там на граждан первого-второго сорта. То есть кантоны, если это русский кантон, то там идет обучение до 9 класса на русском языке, но параллельно точно так же изучается рязанский язык. После 9 класса все на рязанском. Но это проект, понимаете, я знаю, что сейчас будет много оппонентов. Вот так, то же самое в татарских кантонах. То же самое, например, и я буду знать, что в Башкортостане тоже примерно так. Если есть башкорты в Рязань-Мастер, то у них тоже изучается свой родной язык. И так же у ирзян в Башкортостане, я надеюсь. Вот. Что касается вот поведения русских, ну вот этот вот на сегодня, вот это шовинизм, который просто пропитал все общество российское, это похоже на психическую болезнь, какой болел, хворал немецкий народ во времена Гитлера. И увы, то есть излечивается он только через, нравится, не нравится, через страдания, через лишение. То есть жизнь должна дать понять человеку, что он ошибался. Но в случае с Германией это немножко другой вариант. Во-первых, это моноэтническое государство, несмотря на то, что там земли разные есть, к тому времени это уже моноэтническое государство. С Россией все не так. То есть очень много народов, очень много регионов, которые уже отличаются. То есть мне не нравится слово менталитет, но менталитет сибиряка отличается от менталитета Питера и от человека из Москвы. Вот. Поэтому еще одну услугу нам сделала Москва, такую медвежью себе услугу нам. Она так долго убеждала свои народы, что не нужно заниматься политикой, что большая часть прониклась этим, они не занимаются политикой. Они сейчас кричат там, как это мне сказал один человек, тот, который сегодня кричит на улице «Слава Путину», утром просыпается с мыслью, не сдох ли он там где-то в Кремле. Вот. Поэтому, если создать для людей в наших республиках условия нормальные, то есть он равный среди равных, он соблюдает законы, у него есть хорошая работа, его ребенок ходит в школу нормальную по образцу эстонской, финской, например, там, зачем? Что ему нужно? А потом у Москвы не будет денег им платить, и не будет сил прислать какие-то отряды. То есть им будет, я думаю, что им будет не до той, та политика, которая сегодня есть, она будет непопулярной у них. Никому это не понравится, и особенно. Я живу в Литве. Литва очень успешное государство из 15 постсоветских республик, которые сейчас получили независимость. И жители Литвы могут путешествовать, получать достойную зарплату. Да, она каждый год она повышается, индексируется. Они могут путешествовать по всей Европе свободно. У них все хорошо, пенсии достаточно хорошие. И русские здесь точно такие же. То есть даже не как в Эстонии и не как в Латвии, там нету института неграждан, там, негражданства, да. Все нормально. Но
я, работая здесь на производстве или где, встречаю русских, которые просто болеют за Россию, любят Путина, выступают против Украины, там, мечтают, когда там русские танки заедут в Вильнюс. 35 лет прошло. И я вот для себя всегда задаюсь вопросом, если 35 лет прошло и до сих пор русские вот такие в Литве, как мы будем с ними бороться? Вот насколько у нас все это будет сложно и долго? Вот, ну, вообще, то есть, что ты думаешь по Я этому поводу? скажу, я скажу, Руслан, смотри, вот эти люди в Германии, там, в Литве, они просто не смогли внедриться, акклиматизироваться в этом обществе, потому что прекрасная европейская жизнь, кроме прав, предусматривает некоторые обязанности. И вот русский человек, который убежал, извините, из навозной кучи Российской Федерации, тоскует по ней, но не спешит туда возвращаться. Это вот та самая принадлежность к русскому миру, которая позволяет ему смотреть сверху вниз, там условно я этот значок покажу, и на литовцев, и на эстонцев, как там в России на ирзян, на представителей кавказских народов, то есть на всех. То есть вот это позволяет держаться ему на плаву там и уважать себя условно, да. Ну, вряд ли после проигрыша в войне, а проигрыш будет, все войны заканчиваются, и распада Российской Федерации, ну, русским будет быть стыдно, так будет. Так будет. Многие русские это уже понимают, что быть стыдно. Вот смотрите, есть последняя там статистика по поводу того, сколько людей поддерживают продолжение войны. Количество уменьшается, то есть максимум это был 46%, а сейчас на самом деле там половина осталась всего. Дальше будет еще хуже, когда народ увидит, что делала на самом деле эта славная русская армия. Как во все времена, начиная с древних времен, вот поход Суворова там в Европу, это же были зверства, также те же самые зверства сейчас. Русским будет быть стыдно. А учитывая, что русский человек не этническая идентичность, а он этнически кто-то, башкорт, эльза, мокша, уйгур, поверьте, массово люди будут возвращаться и искать, кто там у них был, бабушка, чувашка, дедушка, Мариец. Так будет. Кстати, действительно, я согласен с тем, что вот по поводу, когда я здесь русским задаю вопросы, я говорю, ну а что ты, говорю, если ты любишь так очень сильно свою Россию, что ты туда не едешь? Моя родина здесь, я здесь родился, вот они как бы, ехать никто не хочет. И детей своих они отправляют учиться там куда-нибудь жить в Германию, в Австрию или еще куда-то, но не в Россию. Вот это, конечно, да, такой фактор. По поводу есть русские в России, в наших республиках. Это очень сложный вопрос, действительно, я согласен, и нам, наверное, придется не один год с ними разгребаться. Но есть еще и хорошие русские. Хорошие русские, которые сейчас живут в Европе, которые вроде бы как бы себя заявляют как борцы с путинским режимом, но одновременно и называя себя либералами, хотя я на самом деле их называю псевдолибералами. Почему псевдолибералы? Потому что они все выступают против независимости национальных республик. А как правило, мы знаем, что слово либерал это человек, который выступает за свободу и права человека, за все свободы. И вот так называемые хорошие русские, они сегодня там в разных фракциях различных, там есть навальнисты, есть там форум «Свободной России», ходорковцы, там вот сейчас недавно объявился съезд народных депутатов. И вроде бы съезд народных депутатов, там Илья Пономарев периодически высказывался, что он не против независимости национальных республик, но с условиями, что мы должны провести референдум и так далее, зазывал нас на свой съезд. Кстати, вот недавно прошел съезд, и последний съезд, в принципе, если раньше такого как бы особо и не было там, да, вот что-то имперства такого среди них, но последний съезд четко обозначил, что на самом деле это такие же имперцы, когда они, ну, допустим, заявили о том, что Россия это не империя, оказывается, и что она, раз у нее нету там за каких-то заморских территорий, то и она не такая уж она и империя, что со словом колониализм нужно обращаться очень осторожно, что в Украине созданная комиссия, временная комиссия по взаимодействию с коренными и малыми народами, и которая именно была создана для того, именно с нами общаться, по поводу вот наших проблем общаться, и тут они навязываются быть консультантами, как русские, именно определяя, что они русские. Вот
Как с такими быть? Вот враги они нам, друзья они нам, соратники, или как вообще вот к ним относиться, Сырис? Ну, точно не друзья, точно не соратники. Ну, врагом лучше иметь достойного кого-то человека. Это люди, которые по большинстве своем просто спекулируют этой идеей, то есть они грамотны, они умны, они умеют обеспечить себя каким-то финансированием и прочее. Но на самом деле это люди сегодня без будущего. Мы, безусловно, будем разговаривать с русскими Нижегородской области, с русскими Пензенской области, но дело в том, что это будет точно не те, которые сейчас сидят на съезде, потому что они уже оторвались. Посмотрите, в какой капкан они себя загнали. То есть они не работают открыто, честно с нашими движениями, но они заманивают к себе на съезды и на другие мероприятия представителей нерусских, чтобы вот такую афишку сделать для Запада. Смотрите, вот к нам приходят буряты, к нам приходят татары. Вот мы такие, мы контролируем ситуацию. На самом деле ничего они не контролируют. Я уже говорю, что можно было бы поговорить с ними, если бы они определились с границами своего государства там, в каких-то областях. Но они не могут этого сделать, потому что как только они это сделают, они лишатся последнего там минимум поддержки там в России, потому что шовинист никогда не простит Пономарёва, если он ограничит Россию там этим 5, 7, 9 областями. Потому они в капкане. Мы будем разговаривать с теми людьми, которые будут на месте. А на месте будут даже не первые лица. Если в Татарстане там более такая клановая система, они, возможно, смогут каким-то образом независимый Татарстан создать на основе вот этих кланов. Там. Но в других регионах все эти гауляйтеры назначенные, там, Дунова и прочие, они заточены не под защиту своих республик, они будут разбегаться своими деньгами, семьями, любовницами, но придут другие люди. Общество выдвинет других людей и в Нижегородской области, и в Рязанской, и в Пензенской, и в Ульяновской. И мы с ними будем говорить и предлагать. Вот это такой вариант. Спорить сегодня с Пономаревым или с кем-то еще, я не вижу никакого смысла, потому что доказать мы ничего им не сможем. Убедить ни в чем мы их не сможем. И договориться мы с ними тоже ни о чем не сможем, ни в ущерб себе. Потому что на сегодня плоскость интересов наших и плоскость интересов их, она нигде не накладывается. У нас нет ничего общего. И даже больше. То есть создание наших независимых республик обозначает, что у них не получится создать Россию. Создание ими той великой России будущего значит, что у нас не получится создать свои республики. Поэтому я не вижу смысла с ними общаться. И подтверждение тому, то, что я забыл, как его зовут, Моисеев, депутат, по моему мнению, неплохая была такая провокационная идея. Он сказал, давайте сделаем так. Мы как бы всех отпустим, признаем презумпцию субъектности всех народов и территорий, а потом будем предлагать заходить в нашу уже республику будущего, государство, на каких-то условиях. Ты знаешь, что съезд отклонил это предложение, потому что это означает смерть их идеи. Я не сторонник, я не вижу у них сегодня никого. Кстати, вот по поводу вариантов. Действительно, я рассматриваю два варианта, какие наиболее, наверное, могут спасти вот тех же самых русских и нам наиболее приемлемый. Первый вариант – это вот мы знаем, что в 1992 году было подписание федеративного договора, когда съехались все представители регионов, подписали вот это вот образование федерации, кроме двух регионов, да, мы знаем, что кроме Татарстана и Ичкерии. Остальные все подписались, вроде бы там образовалась вот эта федерация. Точно так же можно просто действительно, как по предложению этого Моисеева, все распускаются, каждый регион, каждая национальная республика, край, область получает свою независимость. И после этого они уже там сами решают, с кем им быть, объединяться, не объединяться, идти своим путем. Я уверен, что те же самые там областя Центральной России, вот этого Центрального федерального округа, так называемого, вот исторически, где проживает русский народ, такие тульские там всякие областя и так далее, они, возможно, действительно начнут объединяться друг с другом, потому что, много общего, там, одна кровь, одна история, одна культура практически. Хотя мы знаем, что и завоевание было там
Великого Новгорода там с кровью и так далее. Но как все это будет, сейчас неизвестно. Но я думаю, что вот они во что-то объединятся. Либо они сразу определяются с границами, вот как правильно ты сказал, Сырись, какого-то своего русского государства или там какой-то России в пределах там Золотого кольца. И вот пусть покажут нам действительно свою территорию, а мы дальше мы уже будем разговаривать. Но сейчас нас, без нас включать в свое образование и потом выходить на политиков европейских и говорить, что вот мы, там, наш проект, там, давайте с нами разговаривайте. Ну, в принципе, мы знаем, да, что и Навальный выступает в Европарламенте за нас и без нас, говоря от имени всей России, и там Пивоваров, и кто только не выступает. Нас это действительно не устраивает. Когда они нам говорят, надо проводить референдумы, чтобы вы вышли, но тоже смешно. Почему? Потому что, ну, во-первых, я всегда им контраргументы привожу, что вы сами образовались. Сама российская вот эта вот федерация сегодняшняя, она образовалась без какого-либо референдума. Так если вы сами образовались без референдума, почему вы нам пытаетесь навязать этот референдум? То есть смешные люди вообще. Да и когда захватывали ту же самую, там, ну, допустим, Казанское ханство, никакого референдума не было. Все, просто силой всех подавили, убили и все. Поэтому согласен, что с ними как бы вопрос вот будет строго вот. Мы должны стоять на своих позициях твердых. Руслан, но есть разница, ты же понимаешь, есть разница между распадом Советского Союза, распадом Российской Федерации и Москвой на то время и сегодняшним съездом народных депутатов российских. Чечня и Татарстан держались, но остальные не держались и вступили, потому что, во-первых, у Москвы были деньги на тот момент, во-вторых, у Москвы была сила, войска, и в-третьих, они говорили с каждым, ну, с элитой каждой республики или там с руководством каждой республики, и там использовался и кнут, и пряник. И после этого Татарстан вступил, то есть война в Чечне была, две войны в Чечне. В этом случае не будет так, что кто-то будет что-то кому-то предлагать. Будет полный безлад, и никто никому ничего не даст. То есть мечта о том, как Навальный или там неважно кто, Ходорковский или Пономарев въедут на белом коне там, или белом лимузине там, в сопровождении американских или европейских войск в Москву, этого не будет. Смогут прийти к власти те, кто на местах предложит людям и будет иметь достаточно большое количество сторонников. И это будет не самое приятное, скажем так, не самое приятное событие, и через это все будет не просто, скажем так. Поэтому вот эти вот там апелляции к законности, вот апелляции к тому, что мы вот представители съездов, как бывшие депутаты Государственной Думы, это все у них фига в кармане, то есть они предложить ничего не могут ни нам, а не тем, кто живет в России, потому что они давно оторвались от этого, у нас есть какая-то этническая основа, у них и этого нет, у них ничего нет, это, как это сказать, ну, понты, да, поэтому мы должны делать свое дело, искать союзников среди своих народов, объединяться со своими народами и предлагать привлекательные модели наших будущих государств. Ни Дальний Восток, ни Сибирь не захочет входить в Москву, у которой ничего нет. Они и часто не хотят под ее руководством быть, но просто штыки заставляют оставаться. А не будет штыков и отделиться Восток и Сибирь, никого не спрашивая, ни Пономарева, ни Ходорковского, ни тем более Навального. Я бы еще добавил здесь к пункту про почему вошли в эту федерацию, регионы, национальные республики. Многие еще тогда были, ну, сказать, верили в какую-то Да, там да. федерацию, что действительно, что демократия наступила, там вот тоталитарный режим советский рухнул, теперь будет все по-другому. Какой-то был, ну, кредит доверия. Кредит доверия был в Москве и вот тем силам, которые пришли к власти. Но сейчас, после того, что мы все увидели, что все это очень быстро заканчивается, ну и тогда все быстро закончилось, там, расстрелом парламента и Первой чеченской войной, я думаю, что у многих сейчас спала пелена. Извини, Руслан, извини, пожалуйста. Вот хорошо, ты вспомнил. Вот когда большевики обещали много хорошего,
а закончилось все террором, да, это первый раз. Второй раз, когда берите суверенитета сколько хотите, или там глотайте, или как там он сказал, закончилось опять террором, да, а теперь красивый парень такой в рубашке, в галстуком говорит нам, а давайте еще раз это все провернем, мы вам обещаем вам вот это вот всего-всего. Нас осталось настолько мало, что мы не можем рисковать больше. Поэтому, а давайте по-другому, давайте вы скажете, что будете нас поддерживать, давайте вы скажете, что русские в каждом регионе приложат все усилия для того, чтобы помочь национальным движениям, региональным движениям создать нормальное современное государство, а Россия будет вот там. Это разговор. Все остальное это в пользу бедных, у них в кармане фига заранее припасена для нас, поэтому никакого доверия у меня нет к хорошим русским сегодня. Тут у меня тоже абсолютно нету. Мы 3 раза подписывали договор, нас 3 раза обманывали за всю историю взаимоотношения с этим государством, с российским, поэтому тоже веры никакой нету. Я хотел бы сменить тему. Вот последняя тема, которую я хотел затронуть, это война. Война России против Украины и втянутые наши народы в эту войну. К сожалению, мы участвуем, и наши народы участвуют. И на сегодняшний момент Республика Башкортостан занимает первое место вот уже второй год подряд по самое большое количество погибших из всех других регионов. И за нами идет Татарстан. Вроде бы богатый Татарстан. Вот когда говорят, что люди там подписывают контракты, за деньги идут воевать, но вроде бы Татарстан богатый, достаточно один из самых успешных регионов сегодняшней России, и все равно огромное количество оттуда идут воевать и погибают. Вот среди вот этих вот всех других регионов, а там также Бурятия, также Тыва и Калмыкия и так далее, очень сильно отличается Мордовия, где практически очень малое количество людей оттуда погибло. И, видать, скорее всего, раз погибло мало, значит и участвует мало достаточно. Хотя есть национальные республики, которые имеют численность меньше, чем в Мордовии, но численность убитых, погибших у них больше намного. Вот этот феномен как-то можно объяснить? Почему так? Извини, Руслан, я просто вынужден, ты мне друг, я вынужден тебя поправить, но мало погибло, не стоит так говорить, то есть меньше погибло, чем в других регионах. Меньше, да, меньше, да. Смерть, да, смерть любого человека – это трагедия. То есть государство сначала создало условия для этих республик, нищету, чтобы человек несознательный, который критически давно уже разучился думать, опять благодаря тому же государству, которое не занимается политикой, которому запрещается заниматься политикой. То есть он идет, я не знаю, как это деградация общества, но почему такое отличие? Я бы, наверное, все-таки не считал в количественном смысле, там, сколько по какой республике, а считал бы в процентном соотношении на население. Я перебью. Я вот просто недельные или там месячные сводки, которые публикуют, допустим, Идель Реали, там говорят, за неделю погибло там с Приволжского федерального округа там, условно 500 человек. Из них 177 Башкортостан, 5 человек Мордовия. Но Так, не это же только вообще... Мордовия, вот там Пензенская область, там, где проживают ирзяне Макшане, там тоже меньше, но, опять же, Самарская, там Ульяновская, там тоже ирзяне есть, но, тем не менее, там больше погибших. Ну, конечно, хотелось бы там ударить себя в грудь, сказать это все потому, что вот ирзянское национальное движение работает. Ну, оно действительно работает. Я хочу привести пример, когда в 22 году руководство Мордовии вспомнило ирзянские и макшанские слова и решило создать 3 батальона: Аралай, Сияжар, Кавал, слова вспомнили. И тогда мы записали видео обращение, его просмотрело там 5,5 миллионов человек, хотя население Мордовии 760-750 тысяч. И они не собрали этого батальона. Этих батальонов они собрали 200 человек, создали какую-то роту, которая потом была разбита, переформирована и прочее, прочее. Ну, может быть, и имеет значение, что какие-то движения были достаточно долгое время. Большое количество сознательных ирзян, они остались. Кто-то не поддерживает нас, считает экстремистами, там, считает, что мы слишком радикальные, но они все равно в душе остались ирзянами, мы на это рассчитываем. Ну и может быть еще тут вот эта вот финно-угорская неторопливость и такая мудрость, нужно подумать хорошо, может быть она играет свою роль. Но это такая загадка. Я не могу сказать, что это моя заслуга или заслуга ирзянского национального движения.
Вот. Но с другой стороны, и мы, и вы, и мы недостаточно, я считаю, работаем в этом направлении, и сейчас способов меньше становится. Тем не менее, мы должны разъяснять, что память наших предков должна запрещать нам воевать против других народов. Потому что сначала убивали нас, ты вспоминал про захват Казани. Мало кто знает, что после этого 6 лет были восстания, и там воевали все народы против Москвы. Вместе с татарами, вместе с башкортами, марийцы, чуваши, эрзяне, макшане. Вот. А потом уже, когда нас покорили, нас натравливают на другие народы. Это подло. И я думаю, что подло воспевать тех, кто уничтожил твоих предков, кто издевался над твоими предками. Кисебеке Байрасова сожгли. Это по историческим масштабам совсем недавно. Это все сделала Москва, и мы не должны ее поддерживать сейчас. Мы должны думать о своих народах. Да. Это А, тактика империи, действительно, завоевать один народ, потом бросить его на другой, пока еще свободный, что сейчас и происходит с украинцами. Но пожелаем нашим народам мудрости, и чтобы у них быстрее проснулась воля к свободе и, конечно же, независимости, потому что действительно, как ты сказал очень мудрые слова, что нас очень мало осталось, чтобы вот просто довериться там еще раз России, поверить ей каким-то там лживым обещаниям и словам и повторить вот этот вот порочный круг, возможно, там на сколько-то, на 10, может быть, на 20 лет в этот раз там дадут какой-то там глотнуть свежего воздуха, а потом вновь обратно свернут нас в бараний рог. Мы не можем себе этого позволить, потому что нас действительно осталось мало, и количество ассимиляционные процессы идут сильнее, глобализация сейчас намного сильнее, школьное образование практически национально уничтожено. И если во время Советского Союза, когда образовались наши национальные республики с суверенитетом, тогда еще большинство нашего населения, в принципе, знало свой родной язык, то сейчас этот процесс еще стал намного хуже. Поэтому действительно у нас нету, вот у нас остался вот этот край, за который мы должны зацепиться и просто вырваться с мясом, возможно, с этой империи, чего я нам всем и пожелаю. Спасибо большое, Сырись, за участие, за интервью, за разговор. Не первый, то есть первый, но не последний раз мы общаемся. Я уверен, что нам будет много что поговорить, рассказать нашим зрителям. Спасибо спасибо, большое, Сырись. Руслан. Здоровья ваше, здоровья твоим слушателям, зрителям. И это наш последний шанс, друзья. Мы должны им воспользоваться. До встречи в наших свободных государствах. До свидания.